Зараз ми танцювали штерн-польку, да, я казала, там польку їх простіше. Може бути, я пару слов скажу про хват. Значить, звичайно, на сцені танцюють полічку, таким чином, ну так, ра-та-та, ще ручкой можна помахати, да, вот так танцюють польку. А не думаете, что на вёсы так мальчики не танцуют, там полька совсем по-іншому танцуется. Звичайно танцуют, ну и не размахивают ни плечами, ни руками, и крутятся просто вот тримающий стан, да. Там она дробненькая, и там могут ногами выраблять всякие подпиндеции, подмогу и так далее. И что важно в этой польце? Самое важное тримать, поляки любят говорить, тримать раму. А возьмитесь зараз просто у пары, неважно, ну там, девчата, вы так сам запросите, для вас не важно, как партнеры смогли тримать. Видите, самое важное, партнер вот эту руку, ну, тримает тут, так, а партнерша кладе руку, и она мусить трошечки вот так и притиснуть, обопертися на ее. У такой позиции вы можете танцевать, вот этой руки могут быть вольно, вы можете кружиться, розные боки, так. Конструкция довольно сложная. Чуйте, да, барышня попирается на эту руку. Это верно важно, потому что в польках танцует рука на вот той девушке, которая за партнера, она свободная. И для партнерки нема пирышка, когда ее покласти руку. Вот эта позиция верно важна, когда есть вот тут рука лежит, и вот тут она тримается. Эта рука, ну она может быть так, может быть вниз, и там можно и не триматься. Все вот тут вот. Вот даже в такой позиции. Просто откинитесь на ноги, не ставьте на пятки, просто откинитесь вот так один от встаньте на супресс. На супресс откинитесь, вы повинны стоять, вы не падаете. Вот отчуйте вот эту вот напругу вот тут. В какой позиции, да, вам нужно танцевать полечку. Все ровненько. Вот этими руками попробуйте натискать, да. Полька танцуется, ну, досить близенько, да, как крутиться можно было лучше. А я разом с тем, у нее есть эта вот напруга, яка вот в этих руках, вот которыми мы... Да, вот эта вот напруга, и она прямая танец. Мы не скачем, да, мы тут хочется тримать спинку ровненько, и вот эти вот повороты дробненькой полечки, она тримуется, когда у вас есть эта рама. Когда вам есть на что обопертите, вы можете крутиться в один, другий бок. Розуміла? Это бачу треба. Звичайно, це не по-простому, польку танцюють таким вальсовим варіантом на квадратике, да? Ну вот. Ну, полька вальса. Да, ну вот так на стиле, людям европейские, что называется. Да, а позиция... И тогда можно танцевать, ну, руки разброс, потому что вы синхронно рухаетесь. А когда, традиционно полька это вот есть центр, который рухаешь, путевка такая, да, тренирование. И вот тут это важно тримать вот эту раму, да, такую жесткость. Ну, как был рычаг, вот, да, иди сюда рухать. Мужчина, женщина вот так вот, иди сюда бок. Повернуть одним руком, да. И тогда можно вот на одной месте, вот так только отменившийся надо, да, показать. Крутиться, вы отсюда что Когда у вас тут есть вот эта вот сила, да, и ногами можно выражать все, что угодно. Когда тут все сконцентрировано. Ноги уже ходят сами. И надо это слово да. Может быть, ровная полька, там, полька с подхопами шикарно и так далее. Просто полька, когда мы танцуем на вот фигурной танце, есть вот эта поличная фигура, да, вельми важно, чтобы вы тримали эту позицию, потому что некоторые, особенно там, кто за партнера, да, ручка опускается, она слабая, партнерша не на что попертись, и полька не выходит. Мы не можем крутиться, мы не можем отчувствовать это мирование польки.
Ну, когда вы танцуете на одну пару, вот так, зависит от того, кто ведет, от партнера. Если я, допустим, вот за партнера, да, я возьму, то я и веду. И вот я мушу вот эту позицию. Ну, не то, что не так, а я уже так. Вельми важный момент параллельно стоять. Когда вы станете в позиции рабочего пользователя, у вас никто не открывается. Да? Ну, параллельно, да? Давайте мы зараз под музыку, Алексей, сыграйте горечку.